А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий, осветить которые мне помогут коллеги. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, валюта продолжает расти. Доллар сейчас на отметке 61 рубль и 95 копеек, евро 68 рублей и 68 копеек. Самый выгодный обмен доллара в Якутске сегодня по покупке предлагает Восточный банк. Он покупает за 61 рубль и 90 копеек, а продает Россельхоз за 62 рубля и 15 копеек. Обмен евро сегодня тоже выгоднее всего предлагает Восточный. Он покупает за 68 рублей 45 копеек, а продает за 68 рублей и 75 копеек. Двигаемся далее. Министерство юстиции разрабатывает законопроект, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса определение минимального размера оплаты труда. Его планируется заменить конкретными цифрами выплат. Соответствующие поправки планируются и в другие документы, где фигурирует МРОТ, Воздушный кодекс России, Устав железнодорожного транспорта и ряд федеральных законопроектов. Как пояснили в пресс-службе министерства, изменения готовятся в связи с тем, что понятие МРОТ в последнее время был придан более широкий смысл и необходимо уточнение, чтобы избежать двоякого толкования. В федеральной пассажирской компании, дочернем предприятии РЖД, заявили, что не будут вводить вагоны для курящих. Правда, там также отметили, что не планируют и введение фитнес-вагонов. Заявление звучало следующим образом. Позиция ФБК по поводу создания дополнительных условий для курящих пассажиров однозначная. Мы не планируем изменять эти условия. На вопрос про обратную сторону медали, так называемый фитнес-вагон, в компании ответили примерно так же. Вопрос разработки дополнительных зон в поездах дальнего следования, таких как вагон-спортивный зал, пока не рассматривается. Но на что в федеральной пассажирской компании ответили утвердительно, так это на вопрос о питании. Дочерка РЖД с 2021 года планирует внедрить новую концепцию питания пассажиров в поездах. В 2020-м планируется начать работу по выработке наиболее эффективного решения. С 2021-го концепцию запланировано постепенно внедрять в поезда дальнего следования. Перед компанией стоят задачи повышения качества обслуживания пассажиров в вагонах-ресторанах при условии соблюдения всех санитарных норм и правил общепита. Кроме того, необходимо обеспечить достаточное количество вагонов-ресторанов для фирменных, двухэтажных и международных поездов, а также поездов для перевозок организованных групп детей, особенно в пиковые периоды. Законопроект о праве детей на жилье при разводе родителей принят Госдумой России в третьем и окончательном чтении. В соответствии с действующим законодательством, а точнее со статьей 86 Семейного кодекса, суд может привлечь каждого из родителей к оплате дополнительных расходов, названных этими обстоятельствами. Такие суммы выплачиваются сверх алиментов, но это происходит только при наличии болезни или увечья несовершеннолетнего или нетрудоспособного совершеннолетнего. Как пишут авторы документа, новый законопроект позволит судам привлекать родителя, проживающего после развода, отдельно от ребенка к оплате расходов по обеспечению его пригодным для проживания жильем без исключающих обстоятельств. В январе жителям 250 многоквартирных домов Нерюнгринского района вручили квитанции с перерасчетом. Энергокомпания сделала клиентам ежегодную корректировку начислений по фактическим показателям общедомовых приборов учета. И сейчас на связи из Нерюнгри мой коллега Сергей Козюра. Сергей, здравствуй. Расскажи о перерасчете на тепло. Что об этом думают жители и что говорят сами коммунальщики? Да, Василий, день добрый. Знаешь, по принципу «нет дыма без огня» информация о перерасчете облетела все социальные сети, тем самым вызвав некоторые волнения. Вот мы решили на месте разобраться. И сейчас рядом со мной находится заместитель начальника Нерюнгринского отделения Амурэнергосбыта Галина Аристархова. Галина Николаевна, день добрый. Ну, внесите ясность, пожалуйста, и расскажите, что это за перерасчет, стоит бояться, это ежегодно или это впервые новшество? Добрый день. Перерасчет, который мы производим по услуге отопления жителям нашего города и поселков, производится ежегодно уже с 2011 года. Начисления и перерасчеты производятся по двум нормативным актам. Это постановление правительства Российской Федерации 354 о порядке предоставления коммунальных услуг и постановление правительства Саха-Якутия 377 о способе оплаты населением за предоставленные услуги. В нашем случае сейчас, конечно, перерасчет делается только по отоплению, и поговорим только о перерасчете по отоплению. То есть этот перерасчет производится
на основании, как я уже сказала, 354 постановления. То есть 307 постановлением значит, определено, что начисление гражданам будет производиться по услуге отопления равными долями в течение всего года, то есть по 1/12, с перерасчетом в конце года по факту потребления, то есть по данным общедомовых приборов учета. Пугаться того, что сделан перерасчет, не стоит. Этот перерасчет именно определяет фактическое потребление жителями тепловой энергии. В этом году, то есть вот в квитанциях за декабрь месяц по жилым домам города Неринга произведен перерасчет на 17,7 миллионов тысяч рублей. Перерасчет произведен по 250 домам, из них 178 домов ушли в минус, то есть сделан перерасчет, и люди, то есть, потребили меньше, чем им было насчитано в течение года. 72 дома у нас ушли в плюс, то есть начисления были меньше, чем фактически жилой дом потребил тепловой энергии. Ну, то есть пугаться не стоит, это ежегодное. Пугаться не стоит. Такой перерасчет мы делаем в течение года и уже на протяжении многих лет, согласно постановлений российских и правительства Якутии. Спасибо большое, Галина Николаевна. Ну что, вот такая вот информация к этому часу, как говорят, пугаться не стоит. Это перерасчет ежегодный. Ну а у нас все. Василий. Да, Сергей, спасибо за информацию. Я напомню, что из Южной Якутии, из Нерингри передавал наш корреспондент Сергей Козюра. Ну а мы двигаемся далее и переходим к экономическим событиям. Во исполнение инициативы президента России Владимира Путина, выдвинутой в послании Федеральному собранию России, подготовлен предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян уже с 1 марта этого года. Подробнее расскажет мой коллега Иван Лазаренко. Ивана, уже известно, какие именно ресурсы попали в этот список? Василий, приветствую. Авторы инициативы пока предварительно разделили сайты, попавшие в этот список, на 4 категории. Это государственные информресурсы, значимые социальные сети, почтовые сервисы и другие значимые информационные ресурсы. Это новости экономики на Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Минкомсвязь подготовила предварительный список социально значимых интернет-ресурсов, доступ к которым может стать бесплатным для россиян с 1 марта 2020 года. Ресурсы распределены по 4 категориям. Так, в список государственные информресурсы включены портал госуслуг, сайты министерств и ведомств, сайты региональных и местных органов власти. К значимым социальным сетям министерство отнесло ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир, В кругу друзей, Мир тесен, Фотострана и Дневник. К почтовым сервисам Яндекс, Mail.ru и КМ.ру. К категории «Другие значимые информационные ресурсы» отнесен мессенджер БИП турецкого сотового оператора Turkcell. Как уточнили в Минкомсвязи, ведомство прорабатывает разные варианты и собирает информацию, которая может быть полезной при принятии того или иного решения. В Минкомсвязи добавили, что составленный список предварительный. И если выяснится, что сервисы из него не являются социально значимыми, то они не будут включены в окончательный перечень. В министерстве также не исключили, что за бесплатный доступ к таким ресурсам операторы, возможно, будут получать компенсацию от государства. Единая валюта на территории России и Белоруссии появится не раньше, чем через 10 лет. Такой срок назвал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Депутат указал, что хотя Минск и Москва уже сотрудничают в рамках договора о союзном государстве, подписание договора об объединении валюты двух стран идет медленно. Я думаю, что единая валюта у нас может быть не ранее 2030 года, сказал политик. Водолацкий добавил, что между странами уже налажено взаимодействие по ряду направлений. Речь идет, например, о сфере обороны, промышленности, культуры и медицины. Вопрос о степени интеграции в рамках договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с весны 2019 года. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.
Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке может быть расширена. Глава Минвостокразвития Александр Козлов потребовал распространить возможность покупки жилья на вторичном рынке на села, которые формально относятся к городским округам. На совещании рабочей группы по дальневосточной ипотеке представители многих регионов отмечали, что хорошо бы распространить действие льготной ипотеки и на вторичное жилье в городах. Но министр подчеркнул, что нынешние условия программы – максимум, что удалось согласовать с Минфином. Мы в любом случае будем пробиваться, думать по этому поводу, добавил он. Также министр обратил внимание чиновников на необходимость принятия мер по сдерживанию цен на жилье. Только за последний месяц в Якутии стоимость квартир выросла на 1,1%, в Приморском крае больше, чем на 1,5%, в Забайкальском на 2,1%. Если такие темпы роста цены сохранятся и дальше, то за год жилье может подорожать на четверть. Помешать этому местные власти могут, например, бесплатно предоставляя участки под застройку, модернизируя или прокладывая за счет бюджета инженерные сети. Toyota отзывает в России 82 641 машину из-за угрозы возгорания, сообщил Росстандарт. Поводом для отзыва стал некондиционный уплотнитель, который удерживает нагреватель внутри форсунки стеклоомывателя лобового стекла. Возникает риск образования зазора между уплотнителем и корпусом форсунки, из-за которого нагревателем со временем может треснуть. Тогда вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию, предупредил Росстандарт. Под отзыв попали Toyota Highlander, Toyota Cruiser Prado, RAV4, а также несколько моделей Lexus RX200, RX350, RX450, созданные с декабря 2015 года. Их владельцам бесплатно заменят форсунки стеклоомывателя. Тем временем рыночная капитализация американского производителя электромобилей Tesla впервые превысила $100 миллиардов. А 2 недели назад компания стала стоить дороже, чем Ford и General Motors вместе взятые, рассказывает Артем Сторонов. Компания Tesla стала первым американским автопроизводителем, чья рыночная капитализация превысила $100 миллиардов. На торгах в среду цена одной акции поднялась до $555 за штуку. Бумаги компании дорожают невиданными темпами. За минувшие 8 месяцев их стоимость выросла в 3 раза. Таким образом, акции смогли отыграть двукратное падение цены в первом полугодии. По данным экономических изданий, капитализация Tesla растет благодаря финансовым успехам компании в третьем квартале 2019 года, высокому спросу на электромобили в Европе и открытию завода в Китае. 2 недели назад Tesla стала стоить дороже, чем автоконцерны Ford и General Motors вместе взятые. О своих финансовых успехах в четвертом квартале 2019-го компания должна отчитаться в следующую среду. Основатель Tesla Илон Маск стал на шаг ближе к увеличению своего благосостояния. Если ему удастся удержать капитализацию компании выше $100 миллиардов на протяжении полугода, он получит бонус в размере 346 миллионов. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Ну а как будут развиваться события на финансовом рынке, узнаем в следующем выпуске. Иван, спасибо за информацию. А я напомню, что о экономической ситуации в стране для нас рассказал мой коллега Иван Лазаренко. Переходим к другим темам. На полигоне Северо-Восточного федерального университета начался новый этап тестирования шин компании Bridgestone. В течение 2 недель представитель компании Чияки Аяма будет испытывать автомобильные шины. Он работает 2-й день и доволен треками, снегом, морозами, инженерами, которые работают с ними. За последние 3 года компания Bridgestone, отмечу, перешла исключительно на проведение низкотемпературных испытаний шин. Ранее испытывали 2 раза в год, осенью и весной. Сейчас только в январе, потому что в это время самые показательные, информативные и интересные с научной точки зрения испытания. Новый способ мошенничества добрался до Якутии. Теперь мошенники похищают деньги с карт при помощи приложения TeamViewer. Одной из жертв нового вида обмана стала 60-летняя жительница Хангалского района. Подробности узнаем у Александра Хавренко. Александр, а каким образом приложение позволяет мошенникам воровать деньги? Это приложение разработано для управления своими гаджетами на расстоянии. Мошенники, как правило, выбирают пожилых людей, которые плохо знакомы с техникой, просят их установить приложение и сообщить им данные для входа. И таким образом получают полный доступ к мобильным устройствам, в том числе и к мобильному телефону, на котором установлен Сбербанк онлайн, например. Это рубрика «Чрезвычайное происшествие», в студии Александр Хавренко. В дежурную часть полиции Хангалского района обратилась 60-летняя женщина. Она пояснила полицейским, что накануне вечером ей позвонил якобы
начальник службы безопасности одного из банков и сообщил, что только что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с банковского счета. Чтобы предотвратить хищение денег, лжеспециалисты попросили ее установить приложение TeamViewer и сообщить ID пользователя. Пожилая женщина выполнила их требования, а также назвала данные своей карты. Затем звонившие сказали, что нужно провести еще одну операцию, чтобы полностью обезопасить счет. Но совершить ее можно только при помощи банкомата. Сотрудники банка даже вызвали ей такси, чтобы женщина смогла съездить в Якутск. Приехав в город, женщина решила перед походом в банк зайти к своему сыну. Вместе с ним они позвонили на горячую линию банка и заблокировали карту. Но к тому времени мошенники уже успели списать с нее более 30 тысяч рублей. В Якутске была совершена кража 50 тысяч рублей из кассы магазина разливных напитков, расположенного по улице Чапалова. Прибывшая на место следственно-оперативная группа не обнаружила следов взлома. Сигнализация на момент совершения кражи не сработала. 23 января по подозрению в совершении кражи в одной из гостиниц города сотрудниками Управления уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии был задержан неоднократно судимый за совершение краж 28-летний житель Якутска. Установлено, что кража была совершена незадолго до открытия магазина. Внимание оперативников привлекла автомашина, которая в этот период проезжала неподалеку. Также в ходе опроса работников заведения выяснилось, что одна из продавцов незадолго до кражи потеряла ключи. Сопоставив детали, сыщики смогли восстановить полную картину происшествия. После освобождения данный гражданин познакомился с девушкой, которая работает в магазине на Чапалова. Задумав совершить кражу, подозреваемый выкрал ключи у своей подруги. Для совершения кражи он через третьих лиц одолжил автомобиль, который попал под подозрение оперативников. Также он надел чужой пуховик и скрыл лицо под плотным шарфом для того, чтобы его не опознали по камерам видеонаблюдения. Подозреваемый не раз бывал на работе у своей подруги, поэтому знал, как отключить сигнализацию. В настоящее время он выдворен в изолятор временного содержания. В дежурную часть столичной полиции обратился владелец автомобиля Toyota Caldina с заявлением об угоне. Потерпевший сообщил, что работает в одной из таксомоторных служб. Утром после смены он приехал домой и оставил свой автомобиль заведенным с ключами зажигания в замке. Полицейскими были установлены подозреваемые, и ими оказались 19-летние студенты. Задержали их в Бирнинском районе. Во время новогодних каникул подозреваемые приехали в Якутск. В день происшествия они находились в гостях у своих знакомых и ранним утром собрались поехать на квартиру, которую арендовали. Но у них не было денег на такси, поэтому подозреваемые решили угнать автомобиль. Злоумышленники приметили припаркованный во дворе одного из домов автомобиль с ключами в замке зажигания. Сломав дверь, они проникли в салон и угнали автомашину. Позже подозреваемые бросили угнанную машину на окраине города. Автомобиль возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В дежурную часть по Усть-Алданскому району обратилась жительница одного из сел по факту незаконного проникновения в ее квартиру. Заявительница пояснила полицейским, что обнаружила у себя дома спящего мужчину. Участковыми полиции был установлен 21-летний мужчина. Выяснилось, что подозреваемый состоит в отношениях с подругой потерпевшей. В день происшествия молодой человек поссорился со своей девушкой и отправился распивать алкоголь. После чего он решил поговорить с ней и, подумав, что его девушка находится у своей подруги, отправился к ним. Но ему никто не открыл. Решив, что девушки заперлись и намеренно его не впускают, он разозлился и вышиб дверь плечом. Пройдя в чужой дом, подозреваемый понял, что ни хозяев, ни его девушки там нет. Но квартиру покидать не стал и вскоре там же заснул. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища». Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя. Он признан виновным в управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В суде установлено, что подсудимый, имея непогашенные судимости за совершение преступлений против жизни и против собственности, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, не сделав для себя должных выводов, после распития спиртных напитков вновь сел за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения. Его незаконные действия пресечены сотрудниками ГАИ.
По итогам судебного разбирательства, с учетом мнения государственного обвинителя, суд приговорил подсудимого к 2 годам, 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. Это был обзор чрезвычайных происшествий о событиях в мире, стране и республике. Мы расскажем в следующих выпусках новостей. Василий, на этом у меня пока все. Александр, спасибо за информацию. Держи нас в курсе. Ну а мы переходим к новостям за пределами страны. Мировые новости в эфире. Владимир Путин в ходе своей поездки в Израиль встретился с матерью девушки, которую арестовали в России за контрабанду наркотиков – гашиша. Российский лидер пообещал матери Наамы Иссахар, что с ее дочерью все будет хорошо, но ситуация, как оказалось, носит и политический подтекст. Вскоре по прибытии в Иерусалим на форум, посвященный памяти жертв Холокоста, Владимир Путин встретился с матерью молодой израильтянки Наамы Иссахар, отбывающей в России тюремный срок за контрабанду наркотиков. Встреча прошла в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары. Российский лидер дал понять Яфе Иссахар, что вопрос об освобождении ее дочери будет решен положительно. Для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи. И мне известна позиция господина премьер-министра, который просит принять соответствующие решения. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения. Сегодня Нааму посещает уполномоченный по правам человека в России. Мама очень переживает, я вижу это. Я ей сказал, и хочу еще раз повторить, все будет хорошо. В апреле прошлого года Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево во время пересадки по пути из Дели в Тель-Авив. По версии российских властей, в ее багаже были обнаружены 10 граммов наркотиков. Это повлекло за собой заключение под стражу, суд и 7-летний срок за хранение и контрабанду запрещенных веществ. Нетаньяху лично обращался к Путину с просьбой об освобождении соотечественницы. На встрече президента России с Яффой Иссахар и четой Нетаньяху присутствовали и иерусалимский патриарх Феофил III и представители Русской Православной Церкви. Накануне прилета Путина в Израиль местные издания сообщили, что стороны согласовали передачу РПЦ Александрийского подворья в Иерусалиме. Пресса двух стран увязала перспективы освобождения Иссахар с урегулированием вопроса о праве собственности на церковное имущество. Королева Елизавета II подписала закон, позволяющий Британии все же выйти из Евросоюза. Дата намечена на 31 января. Подробности у Елены Островской. Британская королева подписала закон о Брексите. Росчерк пера Елизаветы II позволит стране выйти из Евросоюза 31 января и подвести итог в истории, успевшей за последнее время всерьез утомить подданных Ее Величества. Иногда казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Брексита. Но мы это сделали, сказал премьер-министр Британии Борис Джонсон. Возглавляемые бывшим мэром Лондона консерваторы одержали уверенную победу на досрочных парламентских выборах в декабре. Это положило конец продолжавшимся более 3 лет спорам в парламенте вокруг сделки с ЕС. 24 января на церемонии в Брюсселе документ должны подписать руководители Европейского совета и Европейской комиссии. Затем он отправится для ратификации в Европарламент. Зоологи из Австралии, Индонезии и Соединенных Штатов обнаружили и описали 4 ранее неизвестных вида азиатских или кошачьих акул. Особенность этих рыб в том, что они способны не только плавать, но и ходить, опираясь на плавники. Кошачьи акулы обитают на относительно небольших глубинах в тропических широтах Азиатско-Тихоокеанского региона. Их отличают пестрый окрас и способность ходить или ползать, передвигаться по дну с помощью грудных и брюшных плавников.
В результате серии исследований, продолжавшихся 12 лет, биологи из научных учреждений нескольких стран обнаружили 4 ранее неизвестных вида этих рыб. Ходячие акулы – самые молодые из всех их сородичей. Их возраст всего 9 миллионов лет. Размножаются такие акулы, откладывая яйца, как птицы или рептилии. Опасности для человека не представляют, а питаются мелкой рыбой, ракообразными и червями. Россияне оказались в числе основных покупателей хлеба из золота и серебра. Необычную выпечку делают на юге Испании в пекарне Пан-Пино. Пекарня расположена в регионе Коста-дель-Соль на средиземноморском побережье Испании, который и без того изобилует роскошью. Тем не менее, Хуан Мануэль Морено добился того, что Пан-Пино с испанского ананасовый хлеб стало известно далеко за пределами страны. Для этого ему понадобилось только и всего добавить в рецепт драгоценные металлы. Мука тоже отборная. Желающим отведать такую роскошную булку придется выложить 1380 евро за 400 граммов. Это примерно 95 тысяч рублей. Мы отправляем этот хлеб в Объединенные Арабские Эмираты, США, Китай и Россию. И так как мы находимся в Коста-дель-Соль, в Малаге, эти покупатели часто посещают наш регион. Арабы, русские и китайцы – основные покупатели этого вида хлеба. С волками жить. Семья в Саудовской Аравии приручила опасных хищников. Они совершенно ручные, и дети хозяев играют с ними, как с собаками. Звери могут становиться агрессивными только в период спаривания, и на это время их изолируют от людей, рассказывает Сергей Берец. Это Адим, ручной волк. Он и еще один его сородич живут в доме Рами Аль-Сархани в Эль-Джауфе на севере Саудовской Аравии. Сыновья хозяина совершенно не боятся хищника. Дети играют с волком, ухаживают за ним. Люди и звери прекрасно понимают друг друга. Отношения прямо родственные, говорит Аль-Сархани, хотя гости порой приходят в ужас, наблюдая такую картину. По словам мужчины, приручить волка довольно сложно, но у него есть свои приемы, позволяющие контролировать поведение необычных питомцев. Надо как следует кормить волков, чтобы они не испытывали голода, не впадали в ярость и не пытались сожрать тебя. Я кормлю их вареной пищей без крови, чтобы у них не срабатывали инстинкты. Поэтому я могу не опасаться за безопасность детей и других членов семьи. Природа берет свое в период спаривания. С января по март волки становятся агрессивными. Но Рами Аль-Сархани считает себя другом своих подопечных и знает, как следует вести себя с ними. Если звери перевозбуждены или находятся в плохом настроении, хозяин оставляет их в покое, дает им личное пространство, пока не придут в себя. Уважение к четвероногому – залог крепких отношений, убежден Аль-Сархани. Возвращаемся к новостям в нашем регионе. В школах Якутска начинается общешкольная акция, посвященная году патриотизма, объявленному в стране. Первую эстафетную палочку берет Саха-гимназия как победитель мониторинга участия школ по патриотическому воспитанию. В эти минуты акция там уже стартовала, и на прямой связи со студией корреспондент Сарглана Неустроева. Сарглана, здравствуй, расскажи, что будет происходить в рамках данной акции и какая школа примет эстафетную палочку следующей. Добрый день, Василий. Сейчас я нахожусь в спортивном зале Саха-гимназии, где, собственно, и проходит мероприятие. Здесь собрались все учащиеся с 1 по 11 классы и приглашенные гости, в том числе и ветераны. Для них школьники продемонстрируют свой уровень строевой подготовки, вынесут знамя и споют гимны России и Республики Саха-Якутия. Подробности о том, как проходила подготовка к мероприятию и какие мероприятия в дальнейшем будут проходить по воспитанию патриотизма в детях, нам рассказали директор школы и заслуженный учитель основ безопасности и жизнедеятельности Валентина Сафронеева и Егор Жирготов. В нашей гимназии объявляется год «Моя родословная, моя гордость». Каждый ребенок должен знать свою родословную. Значит, это связь поколений. Изучается не только семья, даже
здесь же у нас дети со всей республики, значит, и изучается наша республика. Дети, конечно, очень рады. Сегодня мы проводим с 1 по 11 класс в спортивном зале это мероприятие. И приглашены наши гости, начиная с управления образования, кончая управляющим Центрального округа. Стоит также отметить, что эстафета не традиционная, не линейная. И после старта года патриотизма в школах в Сахагимназии подобные мероприятия начнут проходить во всех школах города Якутска. У меня на этом все. Василий. Да, Светлана, спасибо за информацию. Ну а мы продолжаем тему школ. Первое место в общем зачете заняли школьники Ленского района на научной конференции «Шаг в будущее». Их работы настолько понравились экспертам, что в дальнейшем будут рекомендованы и для участия в различных всероссийских исследовательских конкурсах. Над какими проектами работали дети, расскажет Марина Крутихина. После республиканской конференции «Шаг в будущее», прошедшей в начале января, научный руководитель Надежда Дроздова со своей ученицей уже готовится к всероссийской. Елизавета привезла из Якутска первое место. Она шла к нему несколько лет. Теперь ее ждет Москва. Свой проект я готовлю уже 3 года. С начала лета 2017-го. Я изучаю разнообразие древесных растений. Первый раз было очень сложно. Сейчас у меня уже много в этом опыта. Я знаю, что хочет услышать жюри, что хотят услышать другие участники. То есть самое интересное о проекте. И поэтому сейчас уже для меня это даже в удовольствие. Весь материал для проекта Лиза собирала сама. Путешествие с районной экспедицией «Эколог». Эти исследования более 20 лет проводит Комитет охраны природы и станция юных натуралистов. Именно в таких поездках рождаются новые научные проекты. Если проводить их на месте, данные не обновляются, например, в городе Ленске, только на каком-то определенном участке, то нужно ждать какие-то, может, допустим, десятилетия. А здесь, получается, по всему Ленскому району дети путешествуют, то есть проводятся экспедиции и собираются данные новые. Для кого-то из юных исследователей тема проекта пряталась в семейных реликвиях. Анастасия со своей работой «Атрибуция предметов музейного значения» получила звание лауреата. Она показала экспертам мини-выставку. Я исследовала 13 предметов из семейной коллекции Марии Ивановны. Я составила их научное описание, представила этикетки к этим экспонатам и сделала временную экспозицию для нашего школьного музея. Я думаю, что мой проект был для них самым понятным из всех проектов. Я точно попала в секцию музееведения. Самыми популярными направлениями исследований стали исторические и сельскохозяйственные науки, методика преподавания и культурология. Ребята представляли проекты на русском и английском языках. И, судя по количеству дипломов, успешно. У нас в районе тоже проходит региональный этап научно-практической конференции «Шаг будущего» ежегодно. Он у нас состоялся 23 ноября, и по итогам данного этапа было рекомендовано 14 работ для участия на республику. И 14 работ у нас приняли участие, и из них 8 заняли призовые места. Дети из Ленского района ежегодно участвуют в научных конференциях. В 2017 году они заняли первое место в общем зачете, в 2019 – второе. В этом году 9 из 14 участников получили рекомендации на всероссийские этапы различных научно-исследовательских форумов. Марина Крутихина, Олег Соснин, Анатолий Гуськов. Телеканал «Алмазный край». Такую Якутию многие увидят впервые. В Москве презентовали новый альбом фотографа и путешественника Сергея Карпухина. В него вошли 180 уникальнейших снимков природных памятников нашего региона. Книга называется «Неизданная Якутия». Ее выпустили при поддержке правительства Якутии. Сергей Карпухин совершил 30 экспедиций по нашей республике. Причем его интересуют именно те места, которые находятся вдалеке от туристических маршрутов. И пейзажи с его снимков видели в реальности лишь единицы. Например, именно его кадры гранитных городов Улахан-Сис были опубликованы на обложке журнала National Geographic. В красочном издании под фотографиями комментарии автора. Вообще, весь этот альбом, он выстрадан, конечно, этими маршрутами.
Естественно, это нестандартные путешествия. Это не то, что поехал на машине, вышел, сфотографировал, поехал ночевать в гостиницу. Нет, в основном все это происходило в походных условиях, в экспедиционных условиях. Вот, ночевки в палатках, все на себе в основном там. Ну, бывало, что и не на себе, там на лошади или на моторной лодке, но чаще всего на себе это все происходило. За этим альбомом гигантский труд на самом деле лежит. И к новостям спорта. Фигурист Дмитрий Алиев выиграл золото чемпионата Европы в Австрии, обеспечив себе квоту на участие в чемпионате мира, который состоится в Монреале. Подробности расскажет Полина Долинская в рубрике «Спорт». Полина, а почему российского фигуриста сравнивают с Евгением Плющевым? Здравствуй, Василий. Дмитрий Алиев, он стал первым за 8 лет представителем России в мужском одиночном катании, которому удавалось завоевать золото чемпионата Европы. Ранее это удавалось только Евгению Плющенко в далеком 2012 году. Это новости спорта на Якутия-24. В студии Полина Долинская. Российский фигурист Дмитрий Алиев завоевал золото чемпионата Европы. 20-летний спортсмен по сумме короткой и произвольной программ показал результат 272,89 балла. Второе место также занял российский фигурист Артур Даниэлян. Третье – 24-летний грузин Мортис Квиталашвили. 21-летний россиянин Александр Самарин занял 10-е место. Алиев впервые завоевал золотую медаль чемпионата Европы. Он является победителем чемпионата России, который прошел в декабре в Красноярске, а также юниорского финала Гран-при 2016 года. 24 января короткую программу представят девушки, спортивные пары выступят с произвольной программой. Чемпионат Европы завершится 26 января показательными выступлениями. Российский баскетбольный клуб «Химки» проиграл испанской «Басконии» в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счетом 79-83. Самым результативным игроком матча стал баскетболист «Басконии» Шевон Шеффилдс, набравший 22 очка. У «Химок» больше всего очков на счету атакующего защитника Алексея Шведа. «Химки» занимают 9-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав 9 побед в 21 матче. «Баскония» идет на 15-й строчке, имея в активе 7 побед при 14 поражениях. В следующем матче «Химки» на своем паркете сыграют с московским ЦСКА. «Баскония» дома встретится с греческим «Олимпиакосом». Оба матча пройдут 30 января. Женская сборная России по водному полу вышла в финал чемпионата Европы, попутно завоевав пропуск на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Сборная России 23 января обыграла команду Нидерландов. Основное время матча завершилось в ничью со счетом 7-7. В серии пенальти точнее оказались россиянки, завершив игру счетом 4-3. Финальный матч между сборной Испании и России пройдет 25 января. Благодаря выходу в финал российские спортсменки получили путевку на Олимпиаду в Токио. На данный момент участие в играх гарантировали себе женские сборные Японии, США, Испании, Канады, Австралии и России. В мужской части турнира на Олимпиаду уже отобрались команды Японии, Сербии, Испании, Италии, США и Австралии. В мужском олимпийском турнире встретятся 12 команд, а в женском – 10. Санкт-Петербургский хоккейный клуб «СКА» победил команду «Барыс» из Нур-Султана в домашнем матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Результат встречи – счет 7-4. Тем самым петербуржцы обеспечили себе участие в плей-офф. В составе победителей шайбы забросили Иван Морозов, Василий Глотов, Василий Подколзин, Наиль Якупов на 41-й и 55-й минуте встречи, Юрий Латерхея и Андрей Кузьменко. У проигравшей команды шайбы на счету Кертиса Волка, Никиты Михайлиса и Карбена Найта. «СКА» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 балл в 51 матче. В следующем матче петербургский клуб 26 января примет Минское «Динамо». «Барыс» днем ранее в гостях встретится с уфимским Салаватом Юлаевым. В Якутске продолжается дальневосточный чемпионат по настольному теннису. Напомню, соревнования стартовали накануне. Сборные отыграли командные встречи. Узнаем результаты у моей коллеги Анастасии Кобзевой. Она выходит на прямую связь со студией. Настя, привет, ждем от тебя подробностей.
Полина, я тебя приветствую, но я с хорошими новостями. Как ты уже сказала, вчера завершились командные встречи. Так вот, мужская и женская сборные завоевали 2 серебряные медали. Теперь у нас в копилке у сборной Якутии 2 медали. К сожалению, до золота нам добраться не удалось, но мы не будем расстраиваться, потому что впереди еще 3 соревновательных дня, и мы будем надеяться, что у нас будут не только бронзовые, серебряные, но и золотые медали. Вчера сильнейшими в командном зачете стали среди мужчин представителей из Приморского края, а вот среди женщин представительницы Забайкальского края. Ну а теперь о том, что сейчас здесь происходит в спорткомплексе 50 лет Победы, как нам рассказал главный тренер этих соревнований по настольному теннису Геннадий Кан. Сегодня такой чисто мужской день, девушки сегодня отдыхают, я его цитирую. Он сказал, что у них сегодня вот такое вот 8 марта. Ну а сегодня встретятся мужчины, будут сегодня парные встречи. Вот буквально минут 10, наверное, назад закончилась жеребьевка и стартовали сами встречи. Мы буквально с игры вырвали лидера нашей сборной Михаила Колобысова. Задали ему ряд вопросов, в том числе, какой у них настрой, какие у них есть приметы. Вот давайте послушаем, что они нам рассказали. Ну, особо примет нет, но а так всегда утром делаю якутские оладьи и ставлю в угол, чтобы хорошие слова говорю и в угол ставлю. Оладьи, получается, придают вам сил? Да, как бы. Ну, Полина, о том, с кем наши ребята сегодня встретились, о том, как завершились эти игры, мы расскажем в следующих обязательно выпусках новостей. Пожелаем нашим ребятам только удачи и пусть победит сильнейший. Большое спасибо, Анастасия. Это действительно очень хорошие новости. Мы будем также продолжать ждать от тебя подробностей. А я напоминаю, что с нами на связи была наш корреспондент Анастасия Кобзева. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Обзор спортивных событий для нас провела моя коллега Полина Долинская. Ну а мы двигаемся далее. Необычные пельмени производит житель Подмосковья Сергей Балаев. Для выращивания деликатесной начинки он организовал целую ферму. В конце декабря о подмосковных улитках говорил даже президент России Владимир Путин. А сейчас эти пельмени продегустировал и известный ресторатор и по совместительству муж актрисы Ларисы Гузеевой Игорь Бухаров. Чем же еще порадовать себя этими январскими вечерами? Сегодня мы будем готовить пельмени из улиток. И делать мы это будем с, пожалуй, самым известным улиточным мастером Подмосковья, да и всей России, Сергеем Балаевым. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну, показывайте, что называется, свою продукцию. У нас сегодня пельмени. Каждый вот такой пельмешки по одной улиточке. Ого. Это не фарш. По одной улиточке. Целиком? Каждую, да. Отличается ли процесс приготовления от обычных пельменей? Процесс точно такой же. Мы кипятим воду, добавляем уже туда пельмени в кипяток. Когда они всплывут, мы ждем какое-то время, и они готовы. Кстати, мы, корреспонденты 360, уже не первый год лакомимся продукцией Сергея. Не так давно об улиточном делмастере узнал и президент Владимир Путин. Дело было на заседании Госсовета. Говорили вроде как об улитках, а в итоге придумали, как выйти из демографического кризиса. Улитки – это хороший, очень питательный биологический продукт. Самый сильный афродизиак в мире. Какой? Афродизиак. Мы поможем. Мужики, мы слышали, мужики, да? Вот. Все на улиток. Между прочим, это продовольствие. И решим заодно демографическую проблему. Вот. Президент поддержал фермера, а еще пообещал когда-нибудь заглянуть и на саму ферму. Как проходила эта встреча? Волновались ли вы и чего удалось достигнуть? Ну, конечно, я волновался. В 3 метрах сидеть рядом с Владимиром Владимировичем, у меня руки потели. Приходилось вытирать их. Да, волновался. И самое главное, что для меня достигнута моя цель. Главное, это улитки. Теперь я ввезу в страну маточное поголовье тех видов, которых здесь нет. Я буду 2 вида ввозить, Миллер и Максима. И я надеюсь, что уже в этом месяце или в начале следующего они у нас будут лежать на маточных столах.
размножаться, давать много-много икры. Знаем, еще за границей уже заинтересовались, и какое-то даже кругосветное путешествие планируется. Что это? Да, это такая вот яхта, большая, деревянная. То люди готовы повесить слово «эко-деревушка» на своей яхте, флаг или еще что-то. Вроде все готово. Вот тарелку. Сегодня дегустировать ваши улитки будем не мы, а известный ресторатор Игорь Бухаров, еще и муж Ларисы Гузеевой. Надеюсь, им понравится. Посмотрим. Пожалуйста. Поехали. Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и ательеров России, а значит, знает о деликатесах все, ну, либо почти все. Первый вопрос к фермеру о питательных свойствах его продукции. А если мы делаем пельмени еще с улиткой, то это, кроме вкусно, это очень полезно. Ведь 6 таких маленьких ножичек заменяет 1,5 килограмма говядины по белку. И хотя это всего лишь первая встреча, ресторатор, кажется, уже покорен. Несколько контрольных проб, а вот и вердикт. Вот это и есть, помните выражение, нижегородское с французским. Вот это вот есть, да, вот да. Это вот соединение, да, вот. Я, правда, всегда говорил об этом, что это не выражение не в том смысле, что куда вы со своим свиным роллом в наш калашный ряд. Это как раз не про это. Я всегда трактовал это выражение с точки зрения того, что это адаптация французского вкуса к нашему вкусу. Дегустация прошла успешно, и вполне вероятно, у Сергея скоро появится первый крупный заказчик. Ну а что будет дальше, зависит только от фантазии самого фермера. Кстати, помимо улиток, Сергей Балаев разводит еще и крокодилов. А значит, мы наверняка еще не раз услышим эту фамилию. Александр Акишин, Александр Емельянов и Екатерина Бутовская. Новости 360. Ну а сейчас среднесуточная погода в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане сегодня минус 31 градус, ветер дует со скоростью 2 метра в секунду, давление составляет 714 миллиметров ртутного столба. На термометрах Ленска минус 28, облачность сегодня переменная, ветер 1 метр в секунду. В Мирном сегодня тоже переменная облачность, но минус 35 по Цельсию. Давление составило 734 миллиметра ртутного столба и безветренно. В Южной Якутии, в Нерюнгри минус 33, ветер 1 метр в секунду, облачность переменная и без осадков. Сегодня ясно в Якутске, на термометрах минус 36, ветер 1 метр в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба. Ну а на этом у нас пока все. Спасибо за внимание и до свидания.